16 занятие, не знаю, звучит для кого-то печально, может кто-то вздохнет с облегчением, но у меня в душе как-то пустота образуется. Я не знаю, как вам, я очень привыкла к вам. Я очень благодарна вам, то, что вы... У нас был обратный ответ, я вам преподавала, и у нас получалось то, что я получала и от вас тоже что-то. Поэтому начинаем наше последнее занятие, 16-е. И даже приятно, что вот к приходу уже есть послание от Альмирата, и хочу начать с этого. Она написала стих распечатанный, не знаю, где нашла, и даже татарские буквы, татарский шрифт. Татаршада яхшы бел, татаршада яхшы бел, русчада яхшы бел. İkisi de bizning uchun eng kerakli zotli til. Tatarchasi tug'an til, bizga aziz bo'lgan til. Otang, onang, abi, bobang seni suya turgan til. Bu tilda ruh boyligi ham yurak qaynarligi. Jig'lagan bu tilda bizga suyukli tuqqaymoq. Til kishini do'st etar, bir-birsini berkitar. Bil bolam rus tilin, ham unutma o'z tiling. Шейхи Манну Язган. Я считаю, что это должно быть девизом каждого из нас, потому что мы должны знать, тут говорится в стихотворении, что надо знать и русский, и свой родной татарский, потому что это наши корни, это язык наших дедов, прадедов, и без этого нам жить нельзя. И она даже написала, «Иштрушлара хамазали рабидзу рахмат, сизге салиматлик хам умушлатли». Ихтирам билен Альмира получит келелмеді, но она отправила нам такое письмо, и я вот запомнила ее с первых занятий, все 16, что у нее было времени, она постоянно к нам ходила. Вақыты булса, ол хар вақыт келді. И вот булса дегеннен я хотела вам сегодня рассказать про условное наклонение глагола. Я же вам это еще не рассказывала, условие булса. Кильсе. Нет, не было такого. Я думала, про глагол мы уже закончили, но тут я поняла, вдруг вы будете условия кому-то свои ставить, а глагол-то вы не знаете. Вот я замуж за тебя пойду, если ты только сделаешь это, вы хотите сказать, а тут вы не знаете условия, поэтому я зла. Тут ничего сложного, мы с вами на глагол очень много времени уже потратили, и поэтому вот мы уже знаем, киль, это значит начальная форма какого глагола? Киль. Да, приходить. А тут, если мы хотим сказать, если приду вот на занятие кильсям, то тогда у нас в начальной форме глагола присоединяется се, если в других случаях са, и также у нас по лицам склоняется, да? Кильсе, ол, сам, вот сам. Мин кильсем, если я приду, да? Син кильсем, ничего сложного, то у нас эн, если ты придешь, он килься, если он придет, без килься, сис кильсягес, алар кильселя. В русском языке без слова «если» условия мы не можем выразить, да? А в татарском у нас, если вы видите, что «са», «се» глаголах «со», «се» есть какой аффикс, значит, это уже, вы понимаете, что это условный глагол, да? А если отрицание, то тоже ничего сложного. То же самое добавляем «ма», «не», как и всем глаголам, когда мы отрицаем, да? А потом уже вот это все. Например, ой,
Что это значит? Думать. Если я не подумаю, да, уйла, ма, сам. А если он не подумает, уля, ма, сам. Уля, ма, сам. Чего сложного, да? Как построить сложно подчиненное предложение? Например? Я пойду, если ты придешь. Я пойду. Син, кересен, мин, агер. Можно сказать эксагер, можно и без эгер. Вы уже правильно начали формулировать. Син, кересен, если ты придешь. Что вы сделаете, если он придет? Мин, барам. Да, все правильно. Что сказали еще? Эгер? Эгер. Вот Елизавета хочет составить предложение со словом «если». «Если» у нас переводится. Мин боран агар син кирсен. Але тоже дырыс, Елизавета. Дырыс. Эгер. Если у нас переводится эгер. Но если вот, как Екатерина, мы переведем дословно син кирсен, мин боран, это тоже не будет ошибкой. Если, как Елизавета выразилась, эгер син кирсен, мин боран, тоже не будет ошибкой. Если эгер... Мин, барам, можно, да? Да. Эгер син кирсен, мин боран. Тогда это уже будет у вас предложение. Если ты придешь, я пойду, да? У вас есть эта таблица, да? А вот я хочу ваше внимание на упражнение номер 1, лекция номер 16, на упражнение номер 1. Как вот с Флюракой разбирали телибис и телебис. Одна буква у нас отличается. Телебис — это значит наш язык, а телибис уже желаем. Вот у нас в татарском, и мы стали с ней разбираться, что это два разных языка, два разных выражения, два разных смысла, но из-за одной буквы телибис — это желаем, а телебис — это уже наш язык. И вот упражнение номер 1 я специально составила. Китсин, это значит, китсин пусть уходит, да, переводится, это повелительное наклонение, единственное число, третье лицо. Ул китсин. Уходи. Китсин, да, пусть уходит. Уходи, можно? Да, ну если уходить, кит. А тут, если вы хотите сказать ул китсин, пусть уходит. Пусть он уходит. А тут китсен. Видите, условное наклонение. Если ты уйдешь, ты сожалеешь, да? А тут хуайцен. Да, пусть придет, возвращается, да, пусть придет. А хуайцан, если придешь. Хотя вот когда вы будете слышать эту речь, хуайцен, хуайцан, вы можете запутаться, поэтому вот надо хорошо воспринимать эти глаголы. А что вот это? Сын, сын и сын. Это как повелительное наклонение. Приказываем. Помните, мы с вами разбирали? Хуайцен. Ну вот это вот понятно, мы же говорили, что просто как форма. Хуай. Например, хуай Ой. это уже, да. Уходи, возвращайся. Возвращайся. Ой. Хуай. Вот это у нас. Да, это понятно. А хуайцен, ул хуайцен, значит, вот повелительное третье лицо. Ул хуайцен. Сын, видите? Это как... То есть третье лицо про кого-то говорит, пусть он уходит. Да. Да. Пусть он уходит. Укасан. Пусть читает, да? Пусть читает. А укасан, если прочитаешь, узнаешь интересного. Букитап на укасан, куп на сабелес.
Еще раз? Да. Барсы. Но это получается пусть идет. Да, пусть идет. И если не... Барсам, если пойдешь, да? Утарсан. Кто мне скажет перевод? Пусть сидит. Да. Утарсан. Если ты посидишь, Да. барсы пусть знает, Да. пусть знает. Если... Пересядь, если узнаешь. Разобрали, да, некоторые глаголы? Это уходить. Да. Давайте на упражнение номер 2 сразу посмотрим, переведем и составим с ними предложение. Учитель укатуща. Подождите, прежде чем составить предложение с ними, давайте я вам расскажу про словообразующие аффиксы существительного. Я сейчас вспомнила, что вторую тему, которую мы будем сегодня затрагивать, я все вместе объединила в этом упражнении. У нас есть таблица к этому, Лейсан, или я не сделала ничего? Нету, да? Я, видимо, решила написать на доске. Нам с вами надо усвоить некоторые аффиксы, при помощи которых образуются группы слов с определенным значением. Сейчас я эти аффиксы вам запишу. Многие слова вам уже знакомы. Сложности нет. Например, аффиксы щ. Видно, да, всем? Вот эти аффиксы образуют слова, обозначающие профессию, занятие. Например, язущ. Это кто у нас? Правильно. Правильно. Язущ. Пишется вместе. Вот я вам покажу. И образует язу, это значит писать, а если язущи, это значит уже писатель. Учитель Флёрова, мы с вами начали вспоминать и тут укатущ, да. А если ученик Эльвира? Не знаю, да? Укуще. Ученик. Хотя уку это переводится как, если только уку читать, а если вот присоединяется аффикс щ, это значит ученик. Гармонщик. Это значит гармонист. И в татарском языке скажут, например, ученица, ученик 5 класса, бишинчи класс укущаса. Тут уже то, что 5 классу принадлежит, укущаса. Балакче. Балакче. Балак это рыба. Алексис балакче ма? А? Барсы, да? Тимерше. Тимерше значит. Тимерше это тот, кто работает с железом. Да. Кузнец? Да, кузнец. А если мы сказали писатель, если хотим сказать, что писатели лот, лет присоединяется после этих аффиксов.
как сказать читатель? Читатель, Да. ну, тоже укуще. Читатель, укуй турган киши, как бы, укуще. Это как и ученик, а если вот в библиотеке сидит и читает, это он тоже как укуще, китап укуще. То есть ученик, читатель, учитель, у них, в принципе, производная это основа одна, да, все? Укатуще и укуще? Да. Укатуще, укат, это значит... Нет, это понятно, но про основу вот слова. Уку, Всё это одна, как... что ученик, что учитель, что читатель, что учитель, что читатель. Да, ну да, укату... Это все однокоренные слова по-нашему выражаются. Да, да, но только вот к ше нельзя путать, когда мы вот вежливо обращаемся, например, этигисще глаголом, когда мы присоединяем ше, это значит вот скажите, пожалуйста, мы будем выражаться этигисще глаголом, когда присоединяем, то это уже будет обозначать просьбу. Куригище, этигище, шей-эшигище. То есть эти же аффиксы используются с глаголами. С глаголами, когда они используются, то они будут употребляться как вежливая форма. Этигище, скажите, пожалуйста, когда будет моя остановка, например. Этигище, меня тоқталышым пайда. И поэтому, если это с глаголом, то вы должны понять, что это выражает вежливую форму. Еще есть аффиксы л, л, которые образуют новые слова. Куз, например, это что? Глаза. Куз это глаз, да, один взгляд глаза. А если мы присоединяем, Очки. да, получается новое слово очки. Дус это друг, а если присоединяем л, дус л, это значит Дружба. дружба. Да. Пишется вместе. Дус л, дружба. Йома это новое что-то, да? Йома ел. Вот меня уже с наступающим Новым годом Екатерина поздравила. Йома ел, блядь. А если мы скажем йома л, это уже будет новость. А еш, что значит еш? Молодой. Да, молодой. Если мы присоединяем, то это будет Молодость. молодость. Сразу хочу сказать, если куз еши, это значит слеза. Без мягкого знака. Яш лек будет мягко. Да? А яшлик это уже новое слово, это уже молодость. А как мы скажем про старость? Дürüst. Harp bulmasa da elinize yapabilir. Harp это уже старость. Но мы с вами еще не уходим в яшликтен. Как это сказать? В душе. В душе кумильде. Вы хотите сказать, что вы в душе молоды, да? Всегда. Оставаться Да. молодым. Кумильде еш. Если пожелать, например. Да. Кумильдегиz, кумиль bilen еш. Кумильде еш. Еще у нас есть такие словообразующие аффиксы, как дош, дэш, также дэш, дэш. Это больше
больше означает, указывает на лицо, имеющее качество совместности с кем-либо. Например, если вы с одной деревни, деревня будет как? Аул. А если вы с одной деревни, вы скажете своему земляку аулдаш. Аулдаш. Килиндаш. Килиндаш, это как будет? Это эти родственники. Ну как. Если у вас Ну, они мужья, сношенницами называются по-русски, да, сношенницы, снохи. если у вас мужья родные братья, то вы с этой женщиной будете килиндаш. А если вы одного года рождения, например, скажете еш, тэш, да? Еш, тэш, если вы. А если вы... Получается, ровесники. Да, ровесники. Ровесники. Ну, тут однокурсники, вот есть слово. это Да. сказать. Однокурсники слова будет курсташ. Слово курс как-то так не остается. Курсташ. Курс это так уже по-русски остается. Еще одним своеобразием татарского языка является наличие в нем большого количества парных слов, что для русского читателя совсем непривычно. Например, компоненты парных слов могут стоять как и синонимы, так и антонимы. Например, ота, она. Есть у нас такое слово, кто знает? Отец. Ота, отец, она, мать, да? Родители. Да, а все вместе, например, родительское собрание будет звучать ото, оналар, жиелышы. Пишется через дефис. Да, так и пишется через дефис. Я вот про парные слова и Да, она живыше. ото, оналар, жиелышы, да. Родительское собрание. Есть еще слово, например, если вы работаете днем и ночью, вы можете сказать күн, түн, эшлин. Күн это күн, день, түн, ночь. У нас есть такое парное слово күн, түн. Если, да, ну если вы думаете про кого-то, күн, түн, уйлим, можете сказать, да? Есть еще, Круглосуточно, да? да, но мы не скажем, что Целыми днями. да, целыми днями и ночами так И будет. день, и ночь. И день, и ночь, да. В сказках обычно, вот, например, күн, түн барган, про бакыров всяких есть такие выражения, күн, түн барган. Еще хатын кыз есть у нас такое выражение, хатын кыз. Замужняя женщина. Хатын это замужняя женщина, да, все правильно. Кыз девушка, да. А тут хатын кыз женщины, хатын кызлар, хатын кыз переводится как женщина. И у нас есть 8 марта, Международный женский день, переводится халыкара хатын кызлар күнү. Еще раз? Международный. Международный халыкара. Если начнете в марте, вспомните друг друга и начнете поздравлять. Хатын кыз, вспомните, что вы хатын кыз, да? Еще раз повторите. Давайте Международный. Международный напишите. Байрамы. Праздник дня. Международный халыкара. Вот мы вас вот в феврале пригласим на Международный день татарского языка. Вот, тогда и знаете, что халыкара тиллер, туган тил күнү бәйрәмнәр киләсез анда. Халыкара хатын-кыз байрамы. Да, это Международный женский день. Это пишется отдельно. А? Бәйрәм это праздник. А если день не употребляется, то
Кыны, да. Вот, например, если мы отметили с вами День мамы, так и у нас и Энилер Кыны было на иврите. Тут что лучше написать? День мамы. Халыкара хатын кызлар бәйрәме дә була, көне дә була. Что хотите? Что хотите, Берем. И что там будет еще после праздника? Ну, сама говорила. То есть название праздника Халык Ара, Хатын Кызлар, Берем. Бәйрәме. Берем. Халык. Кыз или Кызлар? Можно, если можно хатын кызлар. Халык Ара, Хатын Кызлар, Берем. Так, последнее упражнение номер 2. Я вспомнила, что мы вот с этими словообразующими аффиксами будем упражняться еще в этом упражнении. И если учитель придет поздно, мы уже знаем, что такое, как образуется слово учитель, да? И тут у нас и условное наклонение глагола. Укатуще. Сон килься. Это вы перевели, а давайте дальше составим предложение. Что будем делать у Кутуши сон килься? Biz sözünü söyleşiriz. Dürüst. Biz söyleşip durarız da. Или уже без сөйлешербіз, дұрыс. Если ты забудешь очки, давайте мы с вами составим предложение, сначала переведем. Очки. Кузлик. Забудешь, как будет. Anlatılırsa. Да. Kuzligini unutsam, нәрсе була? Men bir mesele gördüm. Dürüst. Katastrofa. Катастрофа була. Если я закончу институт, Эльвира, институтна укып бітсем, да, если бітсем, диплом аласың, да, получишь диплом. Диплом алам. Екатерина, если вы не услышали новость, то вы обязательно переспросите, я знаю ваш характер. Так, новость. Если вы не услышали новость, Ялалык. яңалык, Ялалык. ишетмәсә, Как слышит? ишетмәсә, Шитмасан. то будет Ялалык и шитмасан. Мина. йоклыям. Спросить. Я не усну. Я не уснула. Мен Йокламыйм. Йокламым. Яңалык ишетмәсә, мин йокламыйм. Ярый. Если придешь домой пораньше, Альфеба, өйгә иртәрәк кайтсаң, өйгә иртәрәк кайтсаң, поставь чайник, да? Өйгә иртәрәк кайтсаң, чәй қой. Чәй қой. Чәй қой. Өйгә иртәрәк кайтсаң, чәй қой. Ярый. Итак, последнее. Если я сегодня не позвоню однокурснику, мы с вами однокурсник курсташыма шалтыратмаса, курсташыма шалтыратмаса, бuyruğa kamar götüreydi. Мен onun bilen irtege
Кушаем. Душе. Скажи, машина, кто там смотрит? А, ну, я это я пришла. Ну что? Или с легким облегчением, или с тяжелым вздохом мы с вами на этом заканчиваем. Я думаю, что никто не жалеет, что присоединился к нам, да? Что что-то узнал, что-то для себя взял. И об этом вы нам еще расскажете, каждый, да, индивидуально, что вы думаете о нас, что вы получили от нас. Благодарю вас каждого за то, что были с нами все эти 4 месяца. Рахмат.